В Кыргызстане за сутки выявили 304 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Согласно данным, в Бишкеке было выявлено 88 случаев, в Аше – 21, в Ужской области – 42, в Чуйской – 27, в Джалалабадской – 28, Иссыкульской – 37, в Нарынской – 11, в Таласской – 7 и в Баткенской области – 43. Всего в стране зарегистрировали 40 759 случаев COVID-19, выздоровели 33 027 человек. От коронавируса и внебольничной пневмонии за последние сутки умерли еще 6 человек. Всего скончались 1484 человека. В стационарах на лечении с диагнозом COVID-19 сегодня находится 6443 пациента. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 1525 пациентов и с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 4918 пациентов. В городе Бишкек находится 2963 пациента на лечении, в городе Ош 530, в Чуйской области 597, в Иссыкульской области 493, в Ожской области 899, в Баткенской области 364, в Джалалабадской области 442, в Таласской области 51 и в Нарынской области 104 пациента. В это же время специалисты по изучению вирусных инфекций в Кыргызстане проводят различные исследования, которые представляют собой анализ крови на определение наличия заболевания у человека или факт перенесенной инфекции и наличия иммунитета на вирус. Как объяснили в Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, после попадания в организм человека вирусов иммунная система начинает вырабатывать антитела. Их названия IgM и IgG. Именно эти иммуноглобулины имеют важный фактор защиты иммунной системы от инфекций. Выявление антител в крови свидетельствует о наличии заболевания или о перенесенной инфекции. Или иногда даже помогает выявить стадию развития инфекции. Пройдя тест на иммуноферментный анализ, человек может узнать свой статус. Иммуноглобулины класса М – это ранние антитела, которые начинают вырабатываться иммунной системой организма человека на инфекцию SARS-CoV-2. Их уровень обычно становится доступным для лабораторных исследований не ранее, чем 1-2 недель после появления симптомов болезни. Общий период нахождения иммуноглобулина М в организме можно найти до 2–2,5 месяца. Потом иммуноглобулины М исчезает и появляется иммуноглобулин G. Иммуноглобулин G к SARS-CoV-2 начинает определяться в крови человека с 3-й недели. Или иногда даже можно выявить его раньше, после контакта с вирусом. Этот тест предназначен для тех, кто считает, что находится в периоде заболевания, если даже бессимптомным течением болезни, или кто перенес заболевание совсем недавно, точнее, не более 2 месяцев назад. Сейчас в стране анализ ИФА можно пройти в 11 частных лабораториях. С 21 июля этот тест прошли всего 13 888 человек. Что нужно делать, если обнаружен иммуноглобулин М? Необходимо соблюдать изоляцию, вызвать на дом врача с места жительства для подтверждения диагноза. Или же, если вы ранее не сдавали ПЦР-анализ, можете подтвердить методом ПЦР-исследования. Также нужно получить назначение на лечение или нужно быть под наблюдением врача до полного выздоровления. При наличии обнаружения антител класса G необходимо, это говорит о том, что человек перенес это заболевание в какой-то ранний период. Изоляция, лечение и повторное обследование при этом не требуется. Однако необходимо соблюдать все меры предосторожности для предупреждения повторного заражения. Согласно проведенным исследованиям по всему миру, у некоторых лиц есть иммунитет к вирусу, либо он вырабатывается после перенесения заболевания. Однако даже при таком случае специалисты настоятельно рекомендуют придерживаться социального дистанцирования и индивидуальной защиты, поскольку коронавирус еще полностью не изучен и нельзя достоверно говорить об отсутствии вероятности повторного заражения.
Мерим Кубанычбек, Казыбек Туркалыков, Новости Ошперем.